Протопопов Альберт Васильевич, палеонтолог, палеоколог. Руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор биологических наук. Основная область научных интересов – эволюция растительного покрова плейстоценного периода, вымирание мамонтовой фауны. Один из организаторов участия Якутии сюкагирским мамонтом во Всемирной выставке «Экспо-2005», руководитель полярной экспедиции 2017-2018 годов на острова Новосибирского архипелага. Приветствую всех присутствующих в зале. Мы изучаем именно мамонтовую фауну. И в первую очередь исследуем мамонта. Этого очень древнего, очень загадочного и очень харизматичное животное, которое вымерло в Якутии около 10 тысяч лет назад, а так оно исчезло с лица планеты Земля около 3,5–4 тысяч лет назад. Уже были пирамиды, в Египте их строили, уже появились первые цивилизации городские, а на острове Врангеля на Чукотке еще обитали мамонты. А еще в последние годы у нас в Якутии мы очень много находим объекты мамонтовой фауны. Это мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, лошади. Это большая пятерка именно тех животных, которые исчезли. И хочу еще сказать, что мамонт уже, наверное, лет 15 или чуть меньше уже является одним из брендов Якутии. Именно тем объектом, которым Якутия славится. Мы когда последние годы у нас количество находок все увеличивается, это во многом благодаря, наверное, тому, что сейчас очень активно на севере Якутии добывают бивни мамонтов. И мы ежегодно по одной, по две очень крупные находки мамонтов, пещерных львов. В этом году, например, мы нашли тушу мамонта на острове Котельный. Музей мамонта нашел тушу жеребенка в Верхоянском районе. И с Абыйского района скоро приедет пещерный львенок, тоже целая туша. И каждый раз это становится событием мирового масштаба. И когда мы разговариваем с журналистами, очень это интересует, постоянно идут звонки, и все время задают один и тот же вопрос. Как обстоят дела с возрождением этих ископаемых животных? И в первую очередь всех интересует мамонт. И речь идет чаще всего о клонировании. И я хотел бы сейчас немножко вам рассказать историю, очень кратко, в общих чертах, как все это начиналось. Вообще сама идея возрождения вымерших очень давно животных. Виновником всего этого, инициатором, как обычно это часто случается, это являлась творческая личность. Это режиссер Голливуда Спилберг. Он снял фильм «Парк юрского периода», когда в фильме ученые, благодаря комарам, которые сосали у динозавров кровь, в янтаре сохранили ДНК динозавра. После выхода этого фильма генетики бросились дробить янтарь, вытаскивать оттуда комаров, но, к сожалению, оказалось, что это невозможно. За миллионы лет ДНК не сохранилась. И тогда ученые обратили внимание на тех животных, которые вымерли совсем недавно. Это именно мамонты. Это животные символы ледниковой эпохи. В науке это еще период называется плейстоценом, когда на Земле происходили оледенения. И по этим бескрайним замороженным просторам бродили тысячные стада мамонтов. Японский профессор Акира Ивитани, он решил
задался целью возводить мамонта. Что на тот вот момент, это первая половина 90-х, середина 90-х, он вот решил возводить мамонта путем осеменения индийской слонихи, вот найденной спермой вот мамонта. Ну вот семенники самца шерстистого мамонта. В 1901 году, когда в Якутии нашли первую в мире сохранившуюся тушу мамонта, это березовский мамонт на Колыме, у него вот сохранились как раз все половые органы, в том вот числе и семенники. Ну вот тогда задачей возрождения мамонта, конечно, не занимались, и поэтому все вот засохло к настоящему времени. И вот японцы решили приехать в Якутию. Они вот вышли как раз на музей мамонта, на Лазарева Петра Алексеевича. Они с тех времен очень дружили с профессором ботании. И японцы вот начали в Якутии проводить систематические экспедиции. Было несколько вот экспедиций. Цель этих вот экспедиций – это было найти мамонта именно сохранившимися семенниками. К сожалению, такая находка, ну, так и не была вот найдена. Она, кстати, до сих пор не найдена. Мы так еще пока еще не нашли хорошо сохранившуюся тушу самца вот мамонта именно вот сохранившимися семенниками. В 1996 году в науке происходит революция. Клонирована овечка Долли. То есть взяли овцу, самку, из яйцеклетки вот удалили ядро, взяли самца овцы, оттуда взяли ядро, это все на обычных, не на половых клетках. Это все, это вот ядро от самца вложили в самку, и вот на свет вот родилась вот овечка Долли. Это было клонирование. Вот с этого момента уже многие ну вот решили, что вот наконец-то мы нашли метод, технологию, благодаря которому сможем оживить мамонта. Вот именно вот методом клонирования. Те же японцы уже в начале 2000-х годов уже приехали не на поиски вот семенников, но эта вот задача не снималась, но уже именно найти хорошо сохранившиеся ткани мамонта. Мы вот находили, вот ездили в экспедиции и уже вот начали очень честно работать с японцами тогда. Но, к сожалению, найденный материал все время вот оказывало, что ядро клеток вот разрушено. И уже перед палеонтологами поставили задачу найти настолько хорошо сохранившиеся ткани мамонта, чтобы там вот было целое ядро. К этому уже вот подключились несколько научных вот институтов вот, в России. К этому уже вот начали подключаться не только японцы, но уже вот американцы уже вот начали подключаться, французы начали подключаться. И вот в Якутии вот ежегодно проводилось по несколько экспедиций, именно вот в поисках хорошо сохранившихся вот тканей, чтобы найти ну, вот ядро, которое вот уцелело за за десятки тысяч лет. Где-то в 2011-2010 году к идее клонирования мамонтов, вот, возрождением, ну вот там вот мамонта методом клонирования подключился южнокорейский ученый Хван Усук. Он вот до сих пор вот работает, очень активно работает с музеем мамонта. Вот наша академия, вот наш отдел, мы продолжаем вот работать с японцами по этому направлению, и все вместе мы вот работаем еще с американцами. Еще очень, ну вот несколько вот американских лабораторий, они вот заняты тем, чтобы попробовать найти, ну так вот называемую живую клетку, именно с живым там вот генным вот материалом. Были найдены клетки
вот у которых сохранилось ядро. Внешняя вот оболочка вот ядра все хорошо, их аккуратно вытаскивали вот это ядро, там вот помещали вот инкубаторы для размножения, но, к сожалению, как выяснилось, ДНК так долго не сохраняется. Скажем, вот замораживание спермы тех же быков вот, или мышей, оно достаточно кратковременно, ну, вот максимум несколько десятков лет, а тут вот речь идет о тысячах лет уже. И, как вот выяснилось, мы до сих пор еще не нашли ни одного ядра. То есть время все вот уничтожает. Это процессы гниения, процессы образования кристаллов льда, они вот режут ДНК, и кристаллы вот окисления. То есть вот кислород, он вот тоже вот уничтожает со временем вот мертвые ДНК. Что, ну, вот будто бы вот уперлись в тупик. Клонирование по классическому вот методу, а метод этот уже настолько вот распространен, что сейчас вот по всему уже вот миру уже ходят тысячи коров, овец, лошадей, собак уже, вот именно клонированных. Но это все вот современные. А вот, как вот выяснилось, вот ископаемые животные невозможно пока. Ну, вот поиски все еще вот тот же клан Усук надежды не теряет, ну вот все-таки найти такое вот ядро. А вот американский ученый Джордж Чёрч из Гарвардского вот университета и американский генетик Бет Шапиро из Калифорнийского вот университета, вот они решили пойти по другому пути. Уже сейчас методы генной инженерии настолько совершенствуются, что ну, вот, ученые научились сшивать уже вот гены вот произвольно, то есть в любое ДНК вот вставлять вот именно гены. Целью таких исследований это выявление, полное выявление ДНК вот мамонта, отличие мамонта от ДНК слонов, и потом ДНК вот мамонтов аккуратно вшиваются в ДНК слона именно в тех вот местах, где они должны вот функционировать. И недавно Джордж Чёрч, он заявил, что он уже внедрил 14 генов мамонта именно в ДНК вот индийского слона. И потом уже как бы внедрение этого ДНК в ядро в клетку, ну, вот если клетку, а это уже матку. А вот какая это будет уже вот матка, это уже еще неизвестно, потому что вынесет ли слон вот мамонта, вопрос очень непростой. Это разные даже не виды животных, а рода животных. И не факт, что это вот получится, а слонов уже мало, они в Красной книге вот международной, и вот ими вот рисковать уже никто не будет. Скорее всего, речь уже стоит о конструировании вот искусственной матки. Именно для ну, вот инкубатора такого, где именно они вот будут возрождаться. Вот. Животные, которые будут именно рекомбинацией вот ДНК выведены. Когда началось клонирование, все вот обеспокоились очень во многих странах, что это коснется человека. Когда генная вот инженерия вот начала очень получила вот, ну, вот огромный вот успехов, добилась выведения вот новых сортов, пород, видов, то тоже вот обеспокоились, что вот будут неизлечимые болезни так вот выведены, вот там вот, потому что ну, в основном все эти генные работы, они вот базируются на бактериях. И они вот вырвутся, и пандемия, и были приняты соответствующие законы. На Западе законы вот исполняются до буквы, и генетики очень сильно сейчас скованы в вопросах и клонирования, и вот реконструкции ДНК, потому что есть запрещающие законы. Потом еще следующий вопрос. Вот мы
мы в Якутии, в России как-то не задумываемся о том. Вопросы задаются одни: когда будут возрождены мамонты? Хорошо, мы возродили мамонты. Где они будут жить? В Америке это вопрос, где будут мамонты жить, оказывается очень вот острый. Потому что вся земля у них частная, и вопрос отвода тех вот земель, где будут жить вот мамонты, он вот ограничивается, ну вот, тоже в законодательном вот порядке. И поэтому те вот американские вот ученые, которые, тот же Джордж, который вот занимается этим вот вопросом, или вот Бет Шапира, они сейчас обратили внимание вот на Якутию. У нас законы в этом отношении более там вот лояльнее, потому что вот Россия вот огромная страна, а Якутия, она вообще очень вот мало населена. У нас много земель, где эти мамонты могут бродить. И вопрос уже стоит уже какой: а в каких ландшафтах жили мамонты? Потому что если их возродят, это по большому счету уже все-таки, я надеюсь, что вопрос уже техники, методики, десятилетий, где эти вот мамонты будут жить. Потому что мамонты ведь вымерли 10 тысяч лет назад. И остается вопрос: а почему они вымерли? Кто в этом вот виноват? Климат или человек? Потому что и очень многие исследователи, они склоняются, что виноват человек. Потому что на стоянках, особенно в Европе, находят тысячи костей вот мамонтов. И у наших вот якутских стоянках тоже очень много костей вот мамонтов. Ну, вот именно пробитых человеком. Ну, мы же вот в основном склоняемся к той вот версии, что виноват климат, что произошло вот потепление, поменялись сильные ландшафты, ну, и возникает вопрос: значит, ландшафты, которые сейчас есть, они не подходят для мамонтов. И вот сейчас у нас в Нижнеколымском вот районе уже лет 20 энтузиаст вот Зимов, он проводит эксперимент воссоздания мамонтовых ландшафтов. Очень интересный вот эксперимент. Десятки, сотни ученых вот ежегодно к нему вот ездят. Это как раз касается и вопросов изменения климата, что сейчас очень актуально, и вопросов мамонтовых ландшафтов. Но как мы вот считаем, что это вот эти исследования нужно проводить в разных природно-климатических зонах. Это тундровая зона. Нужно, скорее всего, создавать такой стационар здесь, в Центральной Якутии, недалеко от Якутска. Тоже начать воссоздавать мамонтовые ландшафты, где будут вот обитать мамонты. Это будет и туристический вот интерес, ну, это вот создание такого плейстоценного парка. Он сейчас функционирует на Колыме. Голландцы вот на своей очень вот маленькой территории тоже создали вот аналог плейстоценового парка. У них тоже такие вот эксперименты проводятся, там вот работает профессор Вера. Ну, а в Якутии, как говорится, сам Бог уже велел. Именно вот, и именно в центральной вот Якутии вот такой парк вот воссоздать. Ну, то есть уже нужно все эти вопросы решать параллельно. Как возрождать мамонтов и как, где они вот будут обитать. Именно вот реконструировать те ландшафты. Ну и, соответственно, данный вопрос, он вот касается и спутников от мамонтов, потому что вместе с мамонтами исчезли шерстистые носороги. Мы сейчас вот находим очень хорошо сохранившихся шерстистых вот носорогов. Их, конечно, меньше, но они и есть. Также нужно воссоздавать пещерных львов и проводить вот работы с бизонами и с лошадьми. Вот являются ли современные вот лошади, ну вот, похожи ли они на древних вот вымерших лошадей, это уже такие работы сейчас идут. И скоро мы уже окончательный ответ вот получим. А то, что вот бизоны, они
практически вот идентичны тем вот плейстоценовым, мы уже знаем. Эти вот бизоны, ну, сейчас уже в Якутии вот эксперимент уже, ну вот несколько лет уже идет по реинтродукции бизонов здесь вот в условиях Центральной Якутии. Этим у нас занимается Министерство вот охраны природы. Но если что-то вас заинтересовало, то вот если есть вот вопросы, можете задавать. Хорошо. У меня, собственно говоря, будет два вопроса. Первый вопрос. Приходилось ли вам во время раскопок сталкиваться со сборщиками мамонтовых костей? И второй вопрос. Мешает ли науке мамонтовая лихорадка? Спасибо. Вопросы взаимосвязаны, очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Вообще вот мамонтовые, мы действительно часто не просто сталкиваемся со сборщиками мамонтовых бивней, очень часто мы работаем вместе с ними, потому что практически почти все находки, интересные крупные находки мамонтовой фауны, они сделаны именно сборщиками мамонтовых бивней. Мы приветствуем именно то, что они к нам вот обращаются, они нас вот информируют вот об этих находках, и потом еще вот и помогают нам их раскапывать, эти находки. И вот, скажем, в последние годы, ну вот, например, мы вот находим не только мамонтов, носорогов, бизонов, лошадей вот находили и раньше, потому что животные крупные, животные хорошо сохраняются. А вот в последние годы вот массово пошли находки мелких животных, мышей, леммингов, ну вот мышевидных леммингов, мелких хищников, детенышей, вот тех же львят, птиц уже находят. И мы радуемся, когда эти люди, которые в поисках бивней нашли этих вот мелких животных, они их нам вот передают. Очень зачастую они их передают бесплатно, то есть просто в подарок. Когда вот объекты крупные, то мы, конечно, вот ищем либо там вот деньги для выкупа, ну там вот либо разные формы взаимодействия. Поэтому мамонтовая лихорадка, она с одной стороны очень помогает палеонтологии, с другой стороны это уже вопросы экологии. Там вот во время вот добычи бивней водяными там вот пушками это разрушаются вот и берега, загрязняются воды, это уже вот вопросы другие. Вот, потому что не все хорошо урегулировано на законодательном вот уровне. Но я хочу сказать, что мы приветствуем именно тех людей, тех сборщиков бивней, когда они вот находят и выходят на нас. И тогда вот наука вот обогащается новой находкой. Спасибо. А почему государство не борется с незаконными людьми, которые раскапывают кости мамонтов? Нет, государство борется. Просто, скажем, нету четкого закона. Хорошо, поймали человека, который незаконно добывает мамонтовый бивень, а как его наказать? Людей штрафуют либо за нахождение на территории заказника, либо за нарушение пограничного режима. Ну вот, например, в этом году из новосибирских вот островов вывезли несколько десятков человек, вот пограничники, они их задержали именно за нарушение пограничного режима. Люди находились без пропусков. Вот за это эти люди были наказаны. Но вот штрафы от 500 рублей до 2000. Либо за нахождение на территории заповедника вот могут опять задержать и оштрафовать на 500 рублей, на 2000, но это уже вот в соответствии с таким законодательством. А добыча бивней, она приносит настолько большие доходы, что такие копеечные штрафы не останавливают на самом деле вот эту добычу. То есть для того, чтобы урегулировать добычу и сбор мамонтовой вот фауны, нужно внести в законодательство вот России соответствующие изменения.
Спасибо. Насколько сегодня актуальна тема ископаемых останков динозавров в Якутии? Ну вот тема эта очень вот интересная, потому что динозавров в Якутии находят еще начали находить из 60-х годах. Это Верховье Вилюя, Сунтарский район, приток Вилюя, вот речка Тете. Очень вот маленькая речка, и там вот последние годы очень вот активно там работает якутский геолог, палеонтолог Колосов Петр Николаевич. Они несколько лет вместе со школьниками раскапывают там динозавров. Вот там очень вот интересная фауна мелового периода. Последние годы, вот ежегодно там проводятся вот экспедиции Санкт-Петербургского вот университета и палеонтологического вот института вот из Москвы, ну вот совместно с Колосовым. Мы уже тоже хотим вот подключиться к этому проекту, потому что динозавры – это часть вот истории природы вот Якутии. То есть именно вот последовательно вот изучать именно вопросы вот эволюции, вопросы вот изменения ландшафтов. То есть и у нас сейчас соответствующие вот договоренности уже есть именно с теми палеонтологами, которые вот исследуют динозавров. Вот мы хотим найти молодого человека, который бы заинтересовался именно динозаврами и уже вот подготовить его именно для вот изучения динозавров. А сама тема это очень вот могла быть интересна, потому что находка на реке Тете – это самая северная находка. Именно может появиться новый бренд арктических динозавров. То есть это интересно на самом деле. Ископаемые останки динозавров в большей степени представляют интерес для науки, нежели чем для черных копателей, которых интересует материальная прибыль. Ну вот как раз, чтобы черных копателей это не заинтересовало, вот наука должна туда идти первой. К счастью, в отличие от мамонтов, динозавры, они четко локализованы, это вот места находок, их очень немного. И самое главное, их нужно уметь еще копать, этих динозавров. То есть специалистов по раскопкам динозавров у нас в Якутии, к счастью, нет. Вот, кроме ученых. Потому что это не бивни мамонтов, там вот перетащил водяную пушку, размыл берег, бивень нашел. Это кропотливая вот работа по вот извлечению костей динозавров, которые представляют уже собой уже окаменелость, камень, а потом месяцами, а то годами их освобождать от близлежащей горной породы. И только после этого ты вот получаешь вот эту кость. Это не бивень. То есть это очень сложная работа, вот раскопки динозавров, и для черных копателей это не актуально. Ну, вот пока не актуально. Хорошо, спасибо. Что вы думаете про шапку из мамонтовой шерсти? Ну, этот вопрос часто мне задавали журналисты. Что за мамонтовая вот шерсть, откуда человек вот мог украсть эту шерсть, чтобы из него связать эту шапочку. Ну, здесь вопрос очень вот интересный в том смысле, что здесь я со своей точки зрения вижу только одно вот нарушение. Человек нам не сообщил, откуда он эту шерсть нашел. То есть уже есть одно нарушение. Он не информировал. Если человек вот работает по лицензии, по вот поиску бивни, то в лицензии это четко прописано. При находке трупных остатков мамонтовой фауны, а шерсть сохраняется именно у трупных остатков, то в первую очередь это вот сообщается вот ученым.
Этого сделано не было. То есть мы вот имеем вот дело именно с черным копателем. Он где-то нашел шерсть мамонта, отмыл ее, связал шапку, выставил на продажу. В самом связывании шапки, ну да, вот очень интересный материал использован для создания какой-то вот утилитарной бытовой цели. Люди приходят смотреть на шерсть мамонта, вот выставленный в музее, а тут кто-то вот может носить. Поэтому мое личное отношение здесь достаточно неприязненное к этому вопросу. Насколько вообще этично возрождение древних животных и как это может повлиять на экосистему в целом? Этичность возрождения вымерших животных, оно вот лежит в двух плоскостях. Первая плоскость абсолютно этична, потому что многие вымершие животные, они были уничтожены человеком. Это и птица вот моа, киви, стеллерова корова, тасманийский волк и многие сотни и сотни видов животных. Они были уничтожены человеком. Их возрождение абсолютно этично. И экосистемы, в которых эти животные существовали, вот они до сих пор существуют, но в более вот объединенном вот виде. Вторая плоскость – это как раз касается мамонтов. И этично ли возрождать вот мамонтов? Ну вот вопрос здесь сложен в том отношении, что мы до сих пор не знаем, а из-за чего на самом деле мамонты вымерли. Вопрос это касается вымирания. В настоящее время есть две концепции. Первая концепция – это охота человека на мамонтов. Они вот истребили именно вот благодаря вот охотой. И тогда вопрос переходит в ту плоскость, что вот животные были выбиты человеком, и их возрождение – это вот как бы человечество вот отдает свой долг природе. Вторая вот, версия вымирания мамонтов – это вот изменение природных ландшафтов в результате сильного потепления. Да, вот потепление было, ландшафты сильно поменялись, и вот мамонты и многие животные, которые тогда жили, кроме вот мамонтов, они вымерли. При этом вымирание происходило ну, вот по всей Земле, вот во многих вот областях Земли. Здесь уже вопрос, да, экосистемы вроде бы отсутствуют. А так ли это на самом деле? Уже сильные потепления, сильные вот похолодания случались за последний миллион лет где-то раз, наверное, 20. При этом некоторые потепления были настолько сильные, что деревья росли на острове Котельный. Это вот 500 километров от современной лесной границы. Во времена гибели мамонтов потепление было слабее. То есть одно ли вот потепление виновато в гибели вот там вот мамонтов, еще нам вот предстоит это вот узнать, исследовать, ну вот понять. Есть уже такая более комбинированная сейчас гипотеза, что было сильное потепление, многие животные вымерли во многих вот областях, и это происходило неоднократно в течение этого миллиона лет, но те же мамонты, они сохранялись в так называемых рефугиумах, это вот местах, где они вот находили вот убежище, а потом, когда вот наступали более благоприятные времена, они снова распространялись. А вот когда люди расплодились, они вот уничтожили тех же мамонтов именно вот в этих вот местах, где вот мамонты спасались от неблагоприятных климатических и природных условий. Ну вот, в частности, это происходило, скорее всего, на острове Врангеля, например, когда
предки вот эскимосов научились охотиться на китов, они однажды доплыли до острова Врангеля и перебили тех вот карликовых вот мамонтов, которые там обитали. Это тоже версия. Она еще не получила фактическое вот подтверждение, но вот есть две вот основные вот версии и одна синтетическая версия. Этично ли? Да. В случае, вот если все эти вот версии, они ну, соответствуют вот истине, да, возрождение именно мамонтов, оно, я думаю, что это вот этично будет. Ихние вот экосистемы, они, скорее всего, сохранились, в частности, у нас в Якутии, вот именно в центральной Якутии, потому что холодно, сухо, вечная мерзлота, и вся растительность, которая сейчас у нас в Якутии растет, она росла и во времена мамонтов. Так что вот экосистемы мы вот можем именно вот воссоздать вот мамонтовые экосистемы. Добрый день, у меня такой вопрос. А когда будет клонирован первый мамонт? Вопрос очень сложен в том отношении, что мы этого пока не знаем, потому что когда в начале 90-х задавался вопрос, когда будут клонированы животные, там ученые тогда вот, ну вот отвечали через десятки лет. А вот овечку Долли уже клонировали буквально через несколько лет. И я могу сказать, что возможно через 10 лет, возможно через 50 лет, а возможно, что никогда. И это тоже возможно. Спасибо за внимание, что вы прослушали вот мою лекцию. Я надеюсь, что вот было интересно.